Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Так, друзья, сегодня решил сделать короткий, неочередной стрим на русском языке, пока есть время. Полчасика можно пообщаться. Друзья, приветствую вас. Я бы хотел затронуть тему касательно того, что сейчас коллаборанты, духовные, так сказать, лидеры во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия фактически призывают всех мусульман, там арабский мир призывает, только что смотрел ролик, фактически они, кадыровцы или подрусские, подхолопные, как я их называю, призывают, ну, сообщают нам, что они на джихаде, что они воюют против грязного Запада, там, Израиля, Америки, ну и так далее, всех на свете. И он там рассказывает, он на арабском языке говорит, есть титры, и в титрах указывается, что он сообщает, что они, то есть вот, чеченцы, которые сейчас воюют против Украины, сражались против России, победили Россию, но подлый Запад не дал им реализовать идею независимости, воспользоваться плодами победы, так сказать. И в связи с этим у меня протест внутренний возник. Как это так? Ведь Ахмад Кадыров, который оказался агентом КГБ СССР, вроде не был никоим образом связан с Западом. В Украине и, например, да, не было никакой Америки, никакого Израиля. В 2014 году, когда русские захватили часть Украины. Ну, что я хочу сказать? Ясно, что все, что он говорит, это несостоятельно, абсолютно не имеет никакой ценности. Он рассказ еще очень тоже покоробило. Он говорит, что мы победили, заключили мир с Россией, потом Запад там что-то намутил и там использовал провокации. Значит, ФСБ похищало людей, там устраивались там разные тяжкие преступления. И во всем виноват был Запад. И он говорит, потом началась Вторая война, и потом Ахмад Кадыров, который договорился с Россией о мире и так далее, чтобы там, типа, на честном, самое главное, на честном референдуме, на честных выборах и так далее. Это я могу засвидетельствовать также, что это наглейшая ложь. И знаете, у меня вот этот какой-то мулла, ФСБшный, русский мулла чеченского разлива, не помню его сейчас имени, он один из многих, которых они тут наклепали. И хочу сказать, что тот референдум, те выборы, которые проводились, так называемые выборы, выборов свободных в России никогда не было. Но вот непосредственно в Чеченской Республике за этот референдум голосовали русские оккупанты. Каждый день шла минно-диверсионная война. Каждый день уничтожались оккупанты. И оккупанты же голосовали на этом референдуме и на выборах так называемого президента Ахмада Кадырова, тогда еще президента Чеченской Республики. Потом они аккуратненько отменили эту должность, и Рамзан Кадыров стал уже просто главой. Ну, какое-то время он побыл президентом с названием президента, после этого стал главой. Ну, это более-менее соответствовало правде, потому что никаким президентом Рамзан Кадыров быть не может. Это марионетка российских спецслужб. Хотел по этому поводу сказать, что сейчас они призывают арабов, говорит, не делайте на нас нападки, не совершайте нападки, мы тут показывают Коран, показывают, как они молятся, там, и так далее, и так далее. Не знаю, в Украине они или нет, но в полной боевой экипировке.
и так далее, и так далее. Могу сказать только то, что когда был настоящий джихад, настоящая борьба за свободу, за установление своего образа жизни, тот самый джихад, который нам предписал Всевышний, защищать честь, религию, жизнь, здоровье, землю, свой уклад жизни. Вот этот джихад, когда был, туда приехало, ну, максимум 10 арабов. Я не представляю, какие арабы поедут сейчас поддерживать русских, фактически русских. Но факт остается фактом. Ну, по крайней мере, мне кажется, даже он не столько рассчитывал, что арабы приедут воевать, сколько чтобы не критиковали. Потому что русские, я уже замечаю, хотят у кого угодно взять в союзники. Начиная от Белоруссии, которая уже является военным союзником России против войне против Украины. Китай, Иран, Северная Корея, кого только они только не пытаются. Ну и остались еще очень важные, полезные товарищи, такие как мусульмане, которых можно тоже как-нибудь завлечь там и так далее. И вот я замечаю вот это направление русской гибни, которое всячески хочет привлечь мусульман, назвав это джихадом против Америки. Найдутся кто-то, кто против Америки, это тоже правда. Америка принимала военные участие в войне в некоторых арабских странах. Израиль они также ненавидят. Мы знаем, что президентом Украины является еврей этнически. И хотя Израиль особо не помогал все это время Украине, вот-вот, только-только начал, мне кажется, более-менее, ну, по крайней мере, публично это было, не афишировалось. Ну, и могут они найти каких-нибудь полезных товарищей, которые могут приехать. Но я очень сомневаюсь, потому что еще раз, когда мы вели настоящую, невыдуманную, честную борьбу за свободу и за свой образ жизни, тогда арабов мы особо не видели. Хотя русские нам рассказывали по российскому телевидению, что днем и ночью толпы арабами только и воюют, и никаких чеченцев фактически воюющих нет. Так они нам это рассказывали. Так, давайте почитаю ваш комментарий. Слава Украине! Ассаламу алейкум! Ва алейкум ассалам! Героям слава! Слава Ичкерии! Героям слава! Спасибо, Украина! Кто из вас президента? Ничего не понял. Не гони, в Европе все четко и Америке. Так, по-моему, ты ошибся немножко. Что такое муджахидин? Не знаю, муджахидин, я знаю слово маджахед, муджахид. По-чеченски это звучит так. Это человек, который сражается за свою религию, за свою родину, за свой народ. Вот это является маджахедом, вот, муджахидом. Мы называем это муджахидом. Елена К., витаю вас. Витаю, Елена, здравствуйте. Так. Воин ислама. Ну да, нет, не совсем воин ислама, но по-арабски именно так. Мы их называем темлой. Темлой, воины. Мы их так называем. По-арабски маджахед, муджахид. Так, слава фашистской России, мне кто-то говорит. Окей, спасибо, пожалуйста. Садок Хамад Слоабо, Юзи. Юзи, скажи, пожалуйста, милусвик долг дюшвик, и скажи адрес, конечно, отдам. Если должен, конечно, отдам, Деон. О чем вообще вопрос, Деон? Так, друзья, пишите еще, я могу еще минут 20 пообщаться. Может быть. Так, ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Украина переможе, витаю вас, витаю. Пишите комментарии, ставьте лайки, распространяйте ссылку на наш стрим. Кстати говоря, я этот стрим выложу еще и у себя на YouTube канале Reality, друзья. Ну, как-то так, как-то так.
Также я хочу сказать, это происходит все на фоне того, что кадыровцы массово бегут из Чеченской Республики, вывозят свои семьи, своих родственников, детей отправляют в разные страны, куда только могут, как только могут, пытаются. Молодые, имеется в виду рангом ниже, полезные идиоты, они, конечно же, не все знают и вообще еще пребывают в плену той мощной пропаганды, которая была навязана. Поэтому я думаю, вот всячески пытаются они взбаламутить, хоть что-то сделать. Они будут делать все возможное. Порог прочности агонии фашистской России, он еще достаточно велик. Агония началась, но бешеный зверь, бешеный медведь, которому нужно вырвать клыки и когти, может еще ни одного человека поцарапать, покорябать и сломать и судьбу, и жизнь. Поэтому вот как-то так, Дион, как-то так. Ассалам алейкум, ваша. Джоугаре не байгар ширк дон паямар не элер низ хирду. Ва алейкум ассалам. Иба шишан. Джоугаре не паямаре не дуал бошбац, поэтому ты еще, наверное, или молод, или же занимаешься провокацией. Ассалам алейкум, ва баракату. Ва алейкум салам, мелхе. Аслам, прокомментируй инцидент с Энгулбаевым Ибрагимом пару дней назад. Да, о чем комментировать? Не считаю необходимым. Вы все сами видели, Дион. Легализация агентуры идет открытым текстом, да и легализация, чтобы мы принимали их, чтобы мы с ними начали взаимодействовать. Так, сколько вам лет, если можно спросить? Можно спросить, мне 45. Единственное, я могу сказать по поводу вот этого инцидента, который ты меня спрашиваешь. А, хорошо, что Хусейн, не помню сейчас его фамилию, с Украины, который приехал, он правильно сделал, что выдворил его. Но потом все равно там план, видимо, другой был. Его вернули и опять разрешили ему. Я не знаю, наверное, нужно было моему отцу посадить как можно больше чеченцев, чтобы я тоже пользовался таким уважением у этого так называемого правительства. Так, ответь на мой вопрос. Я тебе задал вопрос. Какой ты вопрос задал? Какой ты вопрос задал? Слава фашистской России ты написал? Это же был не вопрос. Так, друзья. Вы откуда? Ну, я сам чеченец. В данный момент проживаю в Германии. Когда с Кадыркой разберетесь? Сори. Майк Донован. Хороший вопрос, конечно, Майк. Но если вы украинец, я мог бы вам задать встречный вопрос. Когда вы разберетесь, например, с... как же его? Гоблин, который в Крыму у вас там заседает. Аксеновым. Когда разберетесь? Приблизительно так. Отвечаю, ты сам говоришь по-русски. Тебе 45 лет, ты учился в русской школе, значит, ты тоже. Что я тоже? Я что-то тебя не понял, Кайл. Да, я учился в русской школе, вы даже не представляете. У нас других школ в нашем Грозном
столице нашей страны, других школ не было, понимаете? Мне даже с сестрой, родной сестрой, нельзя было разговаривать на чеченском языке в школе. Мне говорили, будешь дома кумекать на своем. Понимаете? А моего отца в школе, ну и всех чеченцев, конечно же, не только и меня, и мне мешали говорить, запрещали говорить на моем языке, и моему отцу говорили, зверенышами называли нас, понимаете? Детей в школе, перед всеми другими детьми, высланные после страшного геноцида народ, людей называли, детей называли зверенышами. Поэтому, если я говорю на вашем языке, это еще не значит, что я русский или что я должен восхвалять вашу фашистскую Россию. Это еще ни о чем не говорит. Я говорю на русском, чтобы меня поняли другие люди, которые также пострадали от фашистской России. Здоровья, спасибо и вам. Я сочувствую вам. Все нормально, не волнуйтесь. Почему Кадырова не убрали? Не понимаю вопроса. Добрый день, здравствуйте. Сентинс. Это правда. Да, если ты про школу Сентинс, да, абсолютно верно. Это я ничего не выдумываю. В чеченской столице, чечено-ингушской столице, городе Грозном, мы в классе были 2 чеченца пацана и, по-моему, 10, наверное, может, девочек. Все остальные были русские, были армяне, тоже 1-2 армянина, девочек, по-моему, не было армянок, в основном все русские были. Поэтому в этом плане, конечно же, ничего хорошего Россия нам не дала. Россия враг всему миру. Абсолютно верно. Так, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Я учился в Эстонии, говорю по-русски, учился в русской школе. Вот смотри, ты пишешь «Слава России». Ты пишешь «Слава России», а не «Слава Эстонии», которая разрешала тебе учиться в русской школе. Так вот, у нас чеченской школы не существовало, понимаешь? Были в некоторых там населенных пунктах, далеко от Грозного, учителя, которые преподавали чеченский язык. И сейчас чеченский язык внесен ЮНЕСКО в перечень исчезающих языков. Поэтому, я думаю, Россия очень несправедливая страна. Никто нас там не обижал, и все жили дружно. Это просто ваша фантазия. Ну, в Эстонии, наверное, вас не обижали. Но я могу сказать, что совсем по-другому было в других местах. Aslında hudiyaşo efir da юдиа мудуа улш. Hudiyaşo ацдикашо дал бухаста. Как будто у нас был выбор не учить русский. Не говори сентинс. Абсолютно. Надо было говорить на русском языке. Даже с родной сестрой нельзя было, понимаете? Вы могли ехать в троллейбусе, в трамвае. Если вы говорили на чеченском языке, вам могли сделать замечание. Представьте себе, я в Германии живу уже сколько, 6 или 7 лет. Мне ни один немец никогда не говорил ничего подобного. Я не слышал, чтобы в школе детям такое говорят. Поэтому вот как-то так. А сколько фактов еще не знаем о России? Согласен. Когда это так было? Что ты имеешь в виду, когда это так было? Сейчас, одну секунду. Мусим, со прямой эфирью. Со прямой эфирью, свободила. Да, 5 минут я закончу. Да. Так, друзья. Так, мне звонят. Я вынужден. Ладно, где ты живешь в Германии? Я в городе Гамбурге живу. Я это уже говорил неоднократно. Ваше бандпритон, так называемое посольство фашистской России, прекрасно знает мой адрес. Даже при необходимости, если так, на всякий случай сообщаю. Замечания делали, если на чеченском говоришь. Да, Apple User, абсолютно.
Абсолютно так. Братья и сестры из Украины, я опоздал на референдум. Как и где можно получить паспорт фашистской России? Андрюша. Так, друзья, конечно же, я бы с удовольствием продолжил бы, но мне сейчас и уже звонят, и нужно идти. Европа это круто, не жалею, что переехал в Германию. Нет, нисколько не жалею. Германия прекрасная страна, здесь прекраснейшие люди. Но я бы хотел бы жить в своей стране, в своей Чеченской республике Ичкерия. И обязательно там буду жить. Конечно же, после деоккупации и когда уберутся фашисты с моей страны. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Всего самого хорошего. До свидания, друзья. Так.